Депутаты они никакие. Даже есть такая молва, что если ты у Павла фоткаешься, то у тебя шансы стать депутатом выше. Ты снимал свадьбу в США, это правда, да? Если говорить про Америку, то, конечно, не очень. Там снимают уровень хуже, чем в Якутске, и поэтому не пригласили меня. А за сколько денег ты бы снял сейчас свадьбу? Не знаю, 150, может. 150? Я же на крузаке ездил с Червиным. И во время мастер-класса он сказал, я открою самую крутую студию, стану лучше, чем ты. А почему ты хейтил его тогда? Не написано, кто ты есть. Там написано билиберда какая-то. Блядь, нахуй я. Эпопея съемок, вот эта классная тема была, где вот всех девушек довели в гостиницу. И там ток-шоу. Потратил на это, там, миллиона, по-моему, 4. Порядка 9 номинаций. Из них 7 я выиграл. Всем привет, это подкаст Амары Стоп, и сегодня мы записываем подкаст с топовым фотографом Алексеем Павловым, основателем студии «Пространство» и крестным отцом якутской фотографии. Алексей, привет! Не только фотографии, всем привет. В каком году и как ты начал заниматься фотографией? Столько много миллионов подкастов было и интервью, газетных вырезок с этим вопросом. А так, моя карьера как творческого фотографа началась в 2003 году. Да, в 2004 году уже вовсю работал, снимал, участвовал в конкурсах фотографии. Вот, и официально, я бы сказал, вот уже 20 лет я как фотограф, и на протяжении 17 лет вхожу в топ, я думаю. А вот как ты начал именно вот момент подробнее? Да, все началось с простого. Я же в управлении федерального казначейства работал. Работал там 5 лет. И в первый же год, когда я туда подошел, мне вручили фотоаппарат и сказали, вот ты, вот этот старый Casio, снимай мероприятие, потому что снимать мероприятие это было самое ужасное, новички только это могли делать, потому что это никто и не хотел. Это, получается, юбилей, надо было просто стоять с фотоаппаратом и снимать, как бы награждают дипломы и тому подобное. И вот я этим занимался. Вот. И через какое-то время фотографии были ужасные. Вот, потому что я нажимал кнопку, она цифровая, и люди уже пожимали руки и расходились, и камера только начинала фоткать, короче. И всегда ужасные фотографии, мне за это попадало. Я сказал там, что эта камера плохая, а не я. Вот. Ну, купите новую камеру. И они купили? Да, и они купили камеру Sony F717. Я с ним уже нормально начал снимать, точнее, я его сам выбрал, относительно помогал выбирать. Вот. После этого начал снимать, но она была в те времена довольно-таки дорогая, и поэтому отдавали только, когда мероприятия были. А все остальное время хранилось в сейфе. А ты как изучал ее? Тогда же интернет такого-то... Нет, там есть же инструкция эксплуатации. Ты вот по инструкции, да? Все. У нас был там фотограф, который на пленку снимал, и он какие-то азы мне рассказывал. Типа вот так. Вот. И 1 мая на параде в 2003-2004 году дали фотоаппарат, я снимал это 1 мая, вот, и в конце я сказал, что в сейф обратно, это была, по-моему, пятница или суббота, и там начальник отдела, он сказал о том, что да ладно, в понедельник принесешь, потому что ему лень было идти обратно домой, и сейф открывать и так далее. Вот, отлично, у меня появился фотоаппарат на выходные. Вот, и я поехал в деревню в это время и снимал все подряд. Вот, а куда? В Бердигостях. В Бердигостях? Да. Ты оттуда? Нет, там были родственники. Вот. Я и сидел, и поснимал. Я снял собаку, Симбу. Классно получилось на фоне заката. Как она лежит там и так далее. Вот, такой еще супер фотография. Мне она сразу залетела, сразу понравилась. Я эту фотографию выложил в форум ЕКТ. Форум. Да, и там написал с большими буквами «Я фотограф начинающий, принимайте, вот моя фотография», и собаку запилил. Все, с тех пор у меня пошла карьера фотографа. Как ты заметил, у нас подкаст на свадебную тематику, и поэтому начнем со свадебной темы. И как ты перешел на свадебную фотографию? И в каком году это было?
Так, ну, первые свадьбы я начал снимать 2004 года. Это уже 20 Уже лет. через год, как начал снимать Ну, я фото? сразу, когда этот Мгм. фотоаппарат получил, Мгм. я уже начал снимать им все. Вот, начиная вот с 1 мая, и пошло-поехало. То есть Мгм. она у меня есть, и там в этих числах осенью была свадьба друзей. Ну, они знали, что я там что-то фоткаю, Мгм. и мне позвали фоткать. Это твоя первая свадьба Да, была? моя свадьба, это свадьба моих друзей, их, по-моему, две свадьбы отснял. Мгм. Вот, именно как фотограф. В этом случае, конечно, вот такие ужасненькие маленькие фотографии были. Мгм. Вот. Но как бы зато есть, это был 2004 год. Из всей свадебного дня, там, не знаю, кадров максимум было 20, по-моему. Вот. Ну, потому что это была четкая постановка. То есть, все сфоткаемся. И такой, пок, один кадр нажал, короче. И все, дальше пошли, короче. А как тогда происходил день? То же самое, это же была супер классика. Мгм. Мы ездили по всяким памятникам, Мгм. вот, и не было лайфстайла, нам все просто выстраивались, я нажимал кнопочку, все садились там, шампанское попили и поехали дальше. Точнее, с одного места, но парочку фоток, короче. И эти фотки не портреты, а просто вот стоящие все на фоне памятника. Друзья довольны были? Не, ну да, офигительно классные фотки, хороший фотоаппарат по тем временам. Мгм. Вот. До сих пор они где-то у меня в портфолио висят. Ну, довольно-таки качественные. А когда ты купил первую камеру тогда, получается? Так, это было Canon 20D. Мгм. Я его в кредит купил. Я помню, порядка 40 тысяч рублей или 30 тысяч рублей было. Где-то в этом районе. Вот. Я долго думал. Вот. И решил взять кредит. И выплачивал этот кредит, по-моему, года 3 или 4. Вот. А в те времена уже у меня был 1D, короче. Это когда именно? Я не помню, вот где-то вот 2005, что там, 5-й, 6-й. 2 года ты снимал на тот Sony, да? 1 год получается? снимал А. где-то. Мгм. Ну вот, и вот получается, в 2004-2005 у меня уже кредит, у меня уже своя камера, Мгм. и пошло-поехало. Ты пошел бомбить. Ну, как бы нет, и меня заметил Николай Дьяконов, Мгм. по тем временам тоже топовый фотограф, взял в ученики, и я вместе с ним, там, он открыл студию «Икона», Мгм. вот, и я там работал, ну, как бы помогал Николаю это делать, азы студийной съемки там научился делать, ну, и, получается, там, первые заказы свадебные, больше тебя от него пришли. А он сейчас фотографирует? Он сейчас нет. Ну, Мгм. вроде бы нет, хотя, может быть, какие-то кадры делает. А он тогда азам тебя учил всему, да? Ну, как бы нет такого, не было такого, как обучение. Это Мгм. было, это же подмастерье. Мгм. Точнее, подмастерье не учат. Мгм. Подмастерье просто ходят под мастером и смотрят, что он делает. В итоге перенимает этот опыт там, и тому подобное. Вот. Ты поднял уровень свадебной съемки в Якутске. Первым начал снимать качественно, как-то по-другому. И как снимали до тебя, и что ты изменил? Ну, снимали как обычно. Вот как я и Ну, сказал, по памятника, да. памятникам ездили, вот так снимали. Вот. Я в первое время то же самое делал, то же самое снимал. В те времена же интернета не было, Ну-ну. поэтому не было откуда черпать это все. Вот. Но просто чуть-чуть лучше снимал. Точнее, я же больше техническое образование, поэтому упор на технику. У меня уже, грубо говоря, в 2006 году уже там парк оптики уже был. Мгм. Уже лучше, чем все остальные. И вот все средства и так далее, я еще в казначействе работал. Я вот утаскивал на покупку техники топовые линзы, там 85-ка, 35-ка, 24-ка, полтинник, тилшифт объективы, 70-200, вот все вот так вот. Потом 1D Mark IV, 1D Mark IV, по-моему, купил. Вот, уже чуть более мощнее камера стала там. Вот как бы техника была хорошая, ну и качество, конечно, намного выше. И тем самым все-таки смотрел, какой-то креатив затаскивал. Но это был некий стандарт, Мгм. вот, но это был как бы верх того, что ребята делали, ну, как бы коллеги. А тогда вспышки всякие не взяли, да? Ты начал, да, взять? Да, вот эти всякие, я и самодельно делал есть такой прибор Dedalight. Мгм. Из этого Dedalight подключал туда V-mount, колхозил,
Подключал его в Виман аккумулятор. У меня был единственный первый человек в Якутске, который бегал с портативным светом. Да. Вот. И потом вспышки. Вспышки у меня были на проводах. Я их паял. Вот. После этого там через ИК-порт синхронизация была, потом Pocket Wizard были. Это тоже как геморройная тема высокой синхронизации. Вот, в общем, вот так вспышки. Ну, не одна вспышка, несколько вспышек там. В общем, работал максимально технически, и вот как раз, видать, за счет этого и стал довольно популярным, потому что никто это так не делал. Мгм. Вот. А какие фотографы тогда еще снимали хорошо? Ну, примерно как ты. Так, ну, по моим временам, не знаю. Блин, я не помню. Точнее, и были классические фотографы. Вот самый креативный был Барашков. Мгм. Вот, Николай Барашков, он креативил, потому что у него был один объектив 2T 1740, Мгм. и все широкоугольным оптикой там фигачил. Мгм. Вот, портреты там на 35 миллиметров там, и тому подобное. Так, искажения офигительно мощные были. Вот, но это было креативно. Мгм. Вот, Годи в это время тоже креативил. А Годзи тогда еще снимал, да? Ну, хотя они после. Вот, Мгм. да, Николай Барашков креативил. Самый четкий был Миша Ефремов. Мгм. Он классику снимал. Ну, как бы высокую классику. Вот, ну, как Мичил Яковлев, он классик, да, он чистый классик. Вот, а я вот технически вот как-то между ними пытался все это улучшать и делать. А кто-нибудь из них тебя вдохновлял, на кого-нибудь пытался равняться? Ну, больше на Мишу Ефремова. Да, он для Мгм. меня был такой относительно человек, который дотошно, качественно снимает. Мгм. Вот. Я к нему как-то смотрел, потому что смотрел, как он обрабатывает. Ну, по отношению со всем он хотя бы обрабатывал, да. Вот мы с ним познакомились как раз по-моему, ну, нормально поработали на мисс виртуальной Кути 2005 года, по-моему, где вот всех девушек завели в гостиницу, Мгм. и там ток-шоу на неделю. А вот обработка, ты как на чем обрабатывал тогда и как научился этому? А по обработке я через все стадии прошел. Мгм. То есть была тема, когда я снимал чисто в RAW, Мгм. потом через Capture One там, или через свою программу Canon конвертировал. Мгм. После этого эта тема ушла, я начал снимать чисто на JPEG. Мгм. На JPEG сразу давать. Я свадьбу снял Мгм. и сразу же записал на диск вечером, и завтрашний день отдал. Все. Без никакого отбора, без ничего, просто вот так. Цветокоррекции там Не, ничего. не вообще Да? JPEG какой-то там цветокоррекции. Там Мгм. просто удаляешь то, что пересвечено, недосвечено и так далее. Вот. Мгм. Чисто на JPEG это было типа классно. Можно было вот так снимать и супер. Вот. Это было довольно-таки до позднего времени это Мгм. все шло. Грубо говоря, до 2012 года где-то я так делал. Мгм. Точнее, был равки, потом нафиг GP-шки пошли. Мгм. Потом я начал обучаться у разных фотографов, ездил в Москву, и они уже сказали о том, что ты дурак, нужен RAW, нужен цветокоррекция и так Мгм. далее, короче. И через какое-то время, через людей там увидел, как они обрабатывают. Точнее, А каждая фотография обрабатывается по цвету, по звездочкам, вот, к цветам цветокоррекция, к звездочкам, ну, там, и так далее, короче. И очень быстро обрабатывается. Те же самые, там, 2000 фотографий можно обработать в течение получаса. Ну, час. Ты на мастер-классы, да, значит, ездил? Или Да, обучение, как они конечно. происходили, вот эти Ну, обучения? раньше в интернете такого не было, но были эти сайты, Мгм. вот, и можно было через найти где-то у кого-то какой-то там мастер-класс и тому подобное. Мгм. Вот. И когда в Москву уезжал, я заезжал всегда, обязательно какой-то мастер-класс посещал. А сколько они тогда стоили? Ну, в принципе, нормально. Мгм. Не так дешево и не так дорого. Я не помню сейчас как, но мне хватало. Вот. Но плохо было то, что как в те времена, когда я ездил, иногда не бывало вот в этом промежутке мастер-классов. Мгм. Но после этого, так как поездил, через какое-то время я понял о том, что зачем ездить. Вот после Жека Уранхая, по-моему. Когда А он съездил и такой, круто, круто, я поездил, я там у кого-то был. Мгм. Я такой, елки, туда ехать. А как, что если их позвать сюда? Мгм. Типа, я такой,
Там списался там. Занхечин списался и спросил, сколько будет сюда приехать. Вот. И он там какую-то сумму сказал, и он мне райдер отправил. И, в принципе, относительно нормально. Такой, о, отлично. Быстро собрал группу фотографов. Сколько человек? 12. Вот. И все, он приехал. Он приехал, потом там Микура кто-то приехал, потом Злобин приезжал, потом кто еще? Ну, дофига народу. Дяк, Двойковский приезжал. Ну, больше по студийной и свадебной съемке. Вот вообще такая кипа. Ну, очень много фотографов я привез в Якутск. И тем самым, ну, я думаю, что жестко поднял вот уровень фотографий вот в это время, потому что все фотографы, они все начали смотреть, все пресетами, со всеми делами, все как работают вот эти центровики, да, вот, перенял опыт у якутских фотографов. А ты с ними был знаком или ты вот по интернету? Да, я просто вот так вот. Там интернета не было в те время. Ну, был, но имеется не так, как Да, сейчас. не как сейчас. Да, ну, я в основном в ВК. ВК тогда было. Вот, и вот только-только появилось относительно. И вот все через ВК было. Общение через ВК, все через ВК. И писал, не отвечали и приезжали. И я экономил на обучении. Еще чуть-чуть зарабатывал. А вот насчет заработка, тогда, когда свадьбы, вот ты начинал снимать, сколько они тогда стоили? Так, ну, в среднем 12 тысяч рублей, нет, 8 тысяч рублей. 8 тысяч. Вот. 8 тысяч рублей я снимал за 4 тысячи где-то так, по-моему. За 3 тысячи, 4 тысячи. Это В самом начале. в самом начале? Да. 8 тысяч это был... Нет, 8 тысяч это была классика. Вот, все снимали классику. И я такой через какое-то время, что-то 8 тысяч, давай поднимать, короче. Давай всех собрал, давай поднимать. Типа, там Михаил Яковлев, нет, за что? Мы должны увеличить качество своих услуг, а потом только повышать. Просто так повышать нельзя. Такой, нафиг, десятка. Все, и пошли свадьбы. Там 12 пошли свадьбы, 15 пошли Все равно свадьбы. брали, да? Да, я его повышал. И это как бы с рынка с 8 тысяч, грубо говоря, стандарт стал 15. Просто поднял. А сам стал больше 20 получать. Ну, как бы, в большей степени. А говорят, раньше и снимали за 50 тысяч даже были, да, свадьбы? Ну, были свадьбы за 50 тысяч. Ну, Это вот с какого года примерно? так, ну... Даже сейчас цены примерно 50 тысяч. Это 2013 год. Уже где-то. в 13-м Да, такие 13-14 цены. год. Да. Ну, это такой топ-топ-топ. Это Там супер топ, да? Все, да. Там 2 фотографа там и так далее. Банкет длинный. За банкет как раз это все увеличилось. Да, потому что часов, там, да? Да, просто было? часов больше. У тебя 2 фотографа плюс. А второй фотограф мой ученик. Вот, и все. Почему ты сейчас не снимаешь свадьбы? Ну, почему? Месяц тому назад я снимал же. Ну, это разок, да? Ну, да, перерывом 10 лет. Вот, я 10 лет делал перерыв, потом на прошлой неделе, месяц, как бы уже 3 недели прошло, уже свадьбу снял. Ну, потому что, как бы там сертификат был. Если сертификат, то я просто отрабатываю. Полный день снял? Не. Это чисто ЗАГС и прогулку. А почему не снимаешь сейчас? Да, и по идее можно, по идее, там ничего сложного же нету. Просто у свадеб есть такая особенность. Когда ты снимаешь свадьбу, то ты очень не хочешь обрабатывать их, очень не хочешь отбирать их. И вот даже вот сейчас отснял, вот 3 недели я уже не отдаю эти работы, потому что пока еще нет у меня вот этого желания обрабатывать, да. Вот. Когда желание появляется, это быстро делается. Вот. Тот же там спортивные игры поснимал, там 4000 кадров, и 4000 кадров в течение вечера я обработал, отдал. Вот. А тот же самый ЗАГС, там, сколько там, 600 кадров, и вот, нет, более ответственно нужно подходить к этому, как бы более креативно и так далее, и вот этого нужно вот вдохновение или нужда. Когда они позвонят, говорят, где наши фотографии? Ладно, начну делать. А скучаешь ли ты по свадьбе? Есть такое, конечно. Ну, как бы
Это большая работа, сложная работа. Я спину чутка, всегда спина болела, хроническая спина болит Мгм. из-за этих камер, поэтому там разгрузку новую, все разгрузки мира, которые было, я накупил и попробовал. Мгм. Единственная классная вещь это вот спайдеры. Все остальное все печалка, короче. А за сколько денег ты бы снял сейчас свадьбу? А, ну, не знаю, Полный день, полный день да. С 11 до 11. с 11 С до 11. фотокнижкой там совсем. Ну, не знаю, ну, где-то, не знаю, 150 может. 150? Круто. Ну, потому что это не означает, что я один там буду. 150 это у меня команда будет, у меня свет будет, у меня подготовка будет, да. Мгм. У меня какие-то постановки уже заранее будут и так далее. Ну, имеется в виду, как бы, это же мой стандарт, как бы, в час 10 тысяч рублей, это чисто моя работа, а тут, получается, 12 часов, это как минимум 120 тысяч. Мгм. И плюс ребята и так далее, которые будут, тоже им тоже нужна денежка за счет этого и так далее. Ну, где-то около 150 и выйдет. А самый максимальный чек за свадьбу сколько ты получил? 120. 120 получал? Мгм. Один снимал? Да, один в Америке. Раньше отношение на свадьбах к фотографам, прямо скажем, было не вау. Расскажи про это подробнее, как там было. Ну, я думаю, то же самое, что и сейчас. Вас же не кормят. А у меня там четко было прописано в договоре кормить меня. А если не кормить, то я могу уйти. Вот. Ну, все равно это не помогало. Всегда люди забывают кормить. И ты целый день ходишь. У вас все по еду, да? Да, да. Я с собой таскал как называется? Я с собой таскал творог. Мгм. Вот, ну, в брикетиках. Чтобы прийти и покушать, пока там остальные. А самое прикольное, когда еще банкет пошел, там, Мгм. первый стол ты хочешь покушать, никто тебя не знает, потом второй стол начинается, Мгм. и кто-нибудь приходит, вот покушайте, пожалуйста, а ты такой, нет, не буду. Все, я уже обиделся. И после этого снимаешь как бы снимаешь профессионально, но без души. Потому что душа, она где? В В еде. желудке, да. Нету еды, нету души, но профессионализм остается. Вот. Просто работаем. А пьяные гости тогда не мучили? Сфоткай, так, там, все такое. Нет. Раньше. Ну, я же как бы... Я сразу относительно в топ пошел. Мгм. Поэтому у меня только были там седьмые небы, да, эти, ну, как бы большие хорошие локации. Хорошие свадьбы. На простых свадьбах где-то вот между там куда-нибудь, там банкетный зал раньше были, да. Вот самый трэшевый Черейд был. Мгм. Вот. Но Черейд считался нормально. А может, были какие-то истории? Не, у меня такого Не нету. было, Я да? же от этого маленько ну, как бы отхожу, поэтому как что, ну, как бы я фотограф. Мгм. Как бы особо сильно не стараюсь в какие-то в конфликт влезать и так далее. Как бы я со стороны. Считал ли ты свадебные фотографии полноценной работой или просто подработкой? Нет, как бы всегда было так, что она была, ну, как бы одной из основной деятельности. Мгм. Да, потому что она приносила хорошие деньги Мгм. и довольно-таки постоянные. Но она никогда не была единственным источником дохода. Мгм. Вот. В среднем там порядка около 3-4 источников дохода, где один из них это свадьба. Мгм. Но свадьба, она не очень хороша для меня была за счет того, что она тратит, все выходные тратишь, а Мгм. потом в воскресенье отсыпаешься. А Вот, потом еще в будни. а потом в будни еще где-то там работаешь и тому подобное. Поэтому те люди, которые основной деятельность свадебные, у них проще. Они в будни отдыхают. Мгм. Вот, а я в будни еще и работаю. И поэтому это довольно-таки трэшово, сложно. Сколько-то лет подряд, по-моему, 3 года подряд я вот это прям жестоко работал каждые выходные, там по 2 дня. Вот, и мне это хватило. Я сказал, больше так не буду. Зато денег, наверное, много-много. Ну, неплохо. Я же там, когда... Ну, нормально. Там, Что купил? Ну, я же на крузаке ездил в те времена. Вот. Когда свадебным фотографом был, на крузаке ездил. Кто тебя вдохновлял тогда и кто вдохновляет сейчас? Ну, прям не было такого, что конкретно кто-то. Просто те люди, которые занимаются чем они нравятся, во-первых. Во-вторых, ну, те люди, которые
делают какие-то классные вещи. Для меня классные вещи. Там композиционные или постановочные. Сложно-технические какие-то вещи. Вот я сейчас прямо не могу сказать, что вот у меня нет такого понятия, что вот человек, я, ну, все, там, пойду, там, обязательно автограф получу и так далее. Такого нет. Я не строю себе идолов. Вот. Я просто смотрю, слежу. Может, даже имен я не знаю, но как бы какое-то творчество смотрю и применяю к себе. А может, это не из фотографий, или может даже это не человек, а что-то кино, например, какое-то. С кино это вообще другая история же была. О том, что всегда искали вдохновение. Откуда вдохновиться, откуда черпать, откуда цветокоррекция. Все ссылки на кино. Я тогда в 2015 году такой, раз уж все ссылки на кино, может быть, а кино снимает оператор, можешь пойти поучиться на оператора, чтобы понять и найти этот вопрос, откуда черпать вдохновение. Я поступил в Московскую школу кино на оператора-постановщика. 2 года учился в Москве, жил в Москве. Вот, и нашел себе ответ. Ты в Москве жил и там снимал? Да, я свадьбу снимал. Там свадьбы снимал? Свадьбу снимал в Москве тоже. Несколько свадеб? Да. Ничего себе. И А что делать? По ценнику тамошнему, да, такие? Не, там не супер, там порядка около 40 тысяч, что-то такое было. 30-40, что-то так. И как ты считаешь, наши якутские вот фотографии сильно отстают от московских или нет? У них уровню. локации классные. Ну, уровень, конечно, у них, так как больше фотографов, у них больше конкуренция, значит, больше разновидность стилей. Вот, а у нас довольно-таки все скудно в этом плане. Мы до классики еле дотаскиваемся, короче. Вот, и есть определенные там ветки, куда все стремятся. А в Москве же такого нет, там веток это много. Вот, кто-то конкретно так, кто-то конкретно так, кто-то конкретно так. Если под тебя знают, что ты снимаешь в таком стиле, вот ты замечен. Вот. А в Якутске кто там? Там один такой стиль же есть, Жека Уранхая. Вот все ребята, которые сейчас снимают, это стиль Жеки Уранхая. Все. А Жека Уранхая, он как бы набрался уже материала извне. Образно, да. А сейчас просто его вот ветки. Никто же сейчас не снимает, например, конкретно всю свадьбу источниками, вспышками. Стробоскоперов нет уже, свадебников. Вот, и получается, последний стробоскопер это я. Я всю свадьбу, я купил же Profoto B2 и так далее, вот мощный прибор с TTL синхронизацией для того, чтобы всю свадьбу вот только на вспышке снимать. На улице, в помещении всегда у меня была вспышка. Точнее, любые портреты не были естественные, они были постоянным светом. У меня был всегда помощник с оборудованием. Это был там, Саша, это был Вадимка, это был Сега, это была Ксюша. Вот. Они всю свадьбу с тобой ходили? Да, они вот с палкой, всю свадьбу с палкой и лицодержателем. Жека не ходил? Жека нет. Не, ну Жека тогда... Жека же конкретный конкурент был. Четкий, прямой. Я его стебал. Вот. Ну и подзадорил, чтобы... Раньше портрет он вообще не снимал. Вот я такой, Жека, где портреты? Ты что портрет не снимаешь? И он сейчас лучшим портретистом стал. А почему ты хейтил его тогда? Просто те люди, которые интересны, я обращаю внимание на это с помощью хейта. Типа, а тем люди, которые, ну, как бы классные или мне не интересны, я вообще даже не общаюсь. Смотришь ли ты работы нынешних свадебных фотографов? Да, смотрю. И как они тебе? Ну, говорю, это Жека Уранхай. Ну, то, что ты сказал. Просто в каком-то проявлении где-то чуть по стилю, но как бы сама атмосфера вот эта общая, она вот в этом стиле идет. А чьи работы, кроме Уранхая, не нравятся тебе? В Якутске? Да. Свадебный. Свадебный? Ну вот, я подписался на Макса. Макаров? Да. Репортаж, да? Ну, такой, да. В гости. Грубый. И все. Чего не хватает нынешним фотографам? Ну, творчества не хватает. Творчество? Да, творчества не хватает. Ну, как бы... В чем проявление? Творчество — это же, грубо говоря, искать что-то.
Вот Жека, только Жека я про тебя говорю. Ну, потому что Жека — это новая эпоха свадебной. Мгм. Точнее, вот на мне закончилась моя эпоха, когда вот мы по классике работали, но супер эту классику увеличивали, да. Вот. А Жека уже ушел на такой лайф натурель, да. Мгм. Да. Больше природа и лайфстайл, там, где не обязательно люди смотрят в камеру там, и так далее, с линиями там, силуэты человечков и так далее. Вот. И вот это направление вот сейчас она идет. Пока еще не появился тот человек, который бы это как бы тоже перекрыл. Назови топ-3 лучших свадебных фотографов за все время вот в Якутске. В Якутске? Мгм. Так, Не считая себя. не считай себя. Ну, сейчас вот Пермяков, да, сейчас. Мгм. Он, по-моему, топик, да? Ну, это вся ветка Жеки, поэтому Жека Уранхай по-любому. Мгм. Так, Барашков Николай. Мгм. Вот это старая. Мгм. Вот он супер креативен. Вот. Что еще? Ну, может быть, вот Годзи. Годзи. Ну, потому что это все люди с разными стилями. Мгм. Да, то есть это Годзи, это постановочный креатив, который там жесткий, ну, как бы постановка креативная, да, вот, а у нее свадьба больше не репортажка, а больше вот такая грубая, там, злая постановка. А Вот. он много снимал свадьбы? Я просто когда начал... Да, много, он все известен. мы в одной колее же были, снимали. М. Вот, просто он тащил этот креатив. Мгм. Вот. Николай Барашков, он тащил вот креатив широкого угла, там разные передний план, задний план, вот минималка Злобина, короче. Мгм. Вот, как-то вот, всё вот в этом районе работал. Вот. Ну и Жек, который вот на лайф перешел, и эта тема до сих пор идет. В подкасте с Женей Ванхаем мы говорили о том, что ты снимал свадьбу в США. Это правда, да? Ты вот только что сказал тоже. мне. Ну да. И да. как ты попал? Расскажи подробно про это. Да, даже да, Леша потом это после меня уехал снимать. Но зато он в Америке снимал. Ну, как бы мы же снимаем все якутян, Мгм. и в Москве якутян снимал, Мгм. ну и в Америке тоже в якутян снимал. Прям все оплатили, позвали тебя туда. Да, они оплатили съемку всю. Мгм. Но Перелет тоже, да? да, Всё. перелет есть, Проживание. в рамках этого всего было. Мгм. Но я туда поехал дополнительно отдыхать, А, и поэтому, получается, там вместе с женой там, поэтому как бы затрат было больше. а в какой город? В какой город? Портленд. Портленд, ага. Портленд это штат, Мгм. а город был, по-моему, Вашингтон, что ли, но портландский. Понравилось там снимать? Ну, я ожидал лучшего. Точнее, я мог снять лучшее, так сказать. Мог, как бы маленько разочаровался от себя. Почему? М? Почему? Ну, потому что не в полной мере то, как я рассчитывал, поснимал. Там все-таки специфика самой съемки другая, как бы. А как? Расскажи подробнее. Ну, во-первых, это по тем временам как бы прогулка там, мужчины, ну, как бы жениха невесты, только жениха невесты, Мгм. довольно-таки сложно. Ну, как бы не сложно, а как сказать, локации не знаешь, этого не знаешь. Ты вот едешь туда, вот куда они сказали, и там в итоге пытаешься что-то сделать. Мгм. Свет солнце парит, ты ищешь тени, не можешь найти, ну вот в этом плане когда. Но у меня там прибор и так далее все были, поэтому как бы тоже как бы минимум есть. Там очень хороший снял, ну, начало, получается. Ну, вообще, по идее, нормальная, достойная семейная свадебная съемка. Мгм. Но вот мне постановочно и так далее хотелось побольше, получше. Вот. Как по американскому стилю. Я вот пытался, смотрел американских фотографов и пытался вот по американскому стилю снимать. Мгм. Вот. А надо было просто взять и по своему.
Там был видеограф американский или не было? Нет, у них не было. Тогда ты сам, да? чисто? Да, в основном я сам ходил, Мгм. что-то не видел. А банкет у них как проходил? А банкет у них нету застолья вообще. Нету, да? Нет. Там маленькие столики стоят, Мгм. и просто все. Музыка начинается с самого начала Мгм. и до конца. И потому что они там якутянка Мгм. как бы была, поэтому А хотя бы, жених? ну, как бы как раз из этого, с Далласа, по-моему, или как, Мгм. ну, от Спортленда. Мгм. Вот. Да, Даллас, по-моему, был. Или как. Ну, ладно, я не помню, я Мгм. уже. Вот, и за счет этого хотя бы остановились и в эту дискотеку. Да, и тосты и так далее были. Мгм. А так там все вот музыка играет с самого начала, и люди ходят. Вот, а пара ходит с стола к столу. Мгм. Вот просто. И за счет, за весь вечер просто по всем столам проходит пара. А музыка играет, люди танцуют. Отдельно фотозона, там все фоткаются, вот так вот все. И ты понимал то, что как Я вообще не снимать? понимал. Не понимал, Что да? это происходит вообще? Тут пытаюсь снимать, нету этого тестующих, ничего, никто не говорит, просто все отдыхают. Мгм. И просто где-то остановились. И там было такое, что жена, по-моему, да, ну, как бы муж с женой пришли на половине свадьбы, что ли. Да? Да, А они где потом были? спустились. Я не помню, вот мы начали, вот долго было, а потом только они спустились. И потом еды так не так много было тоже, мяса было. Вот, когда мясо нарезались, они спустились. А у тебя английский хороший? Нет, плохой. Ну там как-то жестами, да? Да, в основном там через Переводчик. переводчик там русский. Все вот такое А было. фотографии на сайте я не нашел. Да, ну потому что я посчитал, что ну что-то не очень. Я поснимал. Вот. Для себя им понравилось. Да, я должен был альбом сделать, Мгм. но что-то не сделал. И после этого я вот другой съемкой в Якутске перекрыл его. А хотел бы еще раз полететь туда и снять В Америке? свадьбу? Ну, конечно, кто бы не хотел. Но это сейчас нужна уже другая. Надо вот, если свадьба, ну, нужно заново попытаться Хорошо подготовиться, зайти, да? подготовиться там, и под свой стиль все снять. А ты готовился вот перед тем, как полететь? Прям гуглил? Не, там? ну тогда я был же этим топовым фотографом. Мгм. Как бы просыпаешься и сразу уже начинаешь щелкать. Ну, как бы в этом плане. Это было нормально. Нет, а перед тем, как полететь, типа, я буду в Америке снимать там, ну, как я буду это снимать там? Нет, Что-то такого не было. Не Я было, да? супер уверенный. Мгм. И во все, как бы, куда ни плюнь, сразу я все сниму. Вот как бы так. Мгм. Вот. Ну, я смотрел, какие работы есть вообще фотографов, как они снимают. Но мне сказали, что там снимают уровень хуже, чем в Якутске, и поэтому не пригласили меня. Ну, Ну и дешевле пригласить меня, нежели чем тамошнего. а цены там как тебе тогда были? Ну вот ты же там отдыхать поехал еще. Ну, дорогие. Дорого было, да? Я продал участок, по-моему. В смысле? Ну, у меня участок был в городе, в Сайсарах. Мгм. Вот, я его продал, и вот частично на эти деньги и поехал. Ничего себе. Вот, потратил по тем временам, ну, большие деньги, Мгм. тысяч, по-моему, 500, что ли. Полляма. Ну, Ну, вы с женой там были. ага. И сколько там были? Где-то около, ну, не месяц, ну, где-то так, Ну, около. понравилось-то? Ну, там покатались, конечно, практически по всему Америке. Ну, понравилось? Не, ну, конечно. Ну, как бы, если бы там, ты спросил бы там, уезжать там в Нерюнгри, понравилось там? Ну, я могу что-то сказать, там, там это хорошо. Ну, некоторым это же- менталитет не нравится. Вот я смотрю, там летает, если чисто говорить про Америку, то, конечно, ну, не очень для меня. Ну, Портленд отлично, а все остальные города, ну, так сложновато. Я бы, например, может быть, и не жил. Точнее, не так, чтобы нету такого, что, я хочу. Я хочу, это было в Германии и в Портленде, в Америке. Ты в Германии был? Ну, да, и в Германии тоже был. Что там делал? Просто отдыхал. Отдыхай. Ну, как бы я сколько, 24 страны объездил. Ничего себе.
Лет 7 назад тобой в Ютубе был обзор запрещенной социальной сети Инстаграм свадебных фотографов. И не только свадебных фотографов Якутска. Здравствуйте, меня зовут Алексей Павлов, Сарглана Дьяконова. Да. Сегодня мы будем говорить о фотографах города Якутска. Как оказалось, в городе у нас более 55 фотографов. Да, и их страницы. И многие были недовольны этим. И считают, что ты продвигал своих фотографов. Для чего это было сделано? Ну, вообще, тема такая, я уже у некоторых фотографов спрашивал, могу ли я. Вот, они сказали, окей, давайте. Вот, и те люди, которых как бы я делал обзор на них, вот, они как бы разрешили. Но те люди, которые там друзья, знакомые, они еще, почему он про тебя так говорит и так далее. Вот. Обычно сами ребята, они довольны, потому что есть какая-то обратная связь. Я же там не говорил плохое, я говорил о том, что как лучше сделать. Вот. Аккаунт такой-то, вот тут не хватает этого, вот это не хватает, потому что вот это. Вот эти работы такие-то, и давал такую обратную связь. Вот. Для того, чтобы ребята, они посмотрели и прислушались, и сделали так, чтобы получше было. Ну, как бы, может быть, подача была чутка не та и так далее, или для якутского менталитета это было слишком там нагло. Вот. Наверное, для менталитета это было, как бы для меня это было как бы такая некая там помощь, либо просто со стороны, чтобы человек что-то сказал. Я же там не хейтил. Вот. Я не помню, что я жестко хейтил, да. Вот. Просто по существу. Да, может быть, какая-то вот существо. Вот это мое общение было не такое уж. Я комменты вот почитал там. Там разные люди же пишут. Вот. Ничего, было. Точнее, кто не... сейчас это больше так не делаю. Вот. Как бы понял, что людям это не заходит. Мне понятно, вот когда ты критиковал, если это можно сказать, критиковал именно фотографии, да, ихние. Но почему ты критиковал, как должна выглядеть страница? Ведь у каждого своя подача, может быть, свои страницы. Что там написано, вот. Это же вот сейчас, относительно недавно, вот сейчас вся лента всяких экспертов про это говорит. Как правильно оформить страницу. И вот как раз 7 лет тому назад я как раз это и делал. Просто говорил, как найти фотографа. Это было как найти именно, да? Да, как найти. Почему у тебя не написано, кто ты есть? Там написано билиберда какая-то. Я говорю, там должно быть имя фотографа и там, где он, Якутск, не Якутск, грубо говоря, имя фотографа Якутск. Фотограф, да? Чтобы можно было его найти по Инстаграму, там, чем он занимается, там, вот ссылки, хайлайты, вот это все я это рассказывал. Вот это как бы просто раньше, чем все остальные. Ты вырастил много хороших фотографов. Кого бы ты выделил из них? Так, как бы Сергей, Сега. Сега вообще жескач. И чего они достигли? Чего они достигли? Сейчас работает в сфере фотографии, зарабатывает, его все знают. Вот. Ксюша Береговая, жена Сеги, тоже фотограф, тоже топик, снимает больше студийные съемки, направления. Вот. Кто еще? И в основном все остальные фотографы сыновья, либо как-то те люди, которые именно пространство научила. Вот, сообщество научило, люди научили, эксперты, фотографы научили, как все это. Это как, можно так сказать, что пространство это как мастерская. Да? И ребята, молодежь которые приходят, это подмастерье. Мы их не учим конкретно, вот эту кнопку нажми и так далее. Нет, они учатся жизни. Как общаться, как люди работают там и так далее. Входят в общество, и это тоже обучение идет. Поэтому, может быть, там некоторые фотографы могут сказать о том, что вот Алексей Павлов меня не учил,
Мгм. Потому что он там за доской не стоял и не говорил вот Мгм. это. Вот. Да, там, но общество, да, тех людей, которые работают, те люди, как снимают, уровни, показывающие, что это нормально, и те люди просто смотря учились. Я вот это я считаю, что тоже вклад именно в развитие фотографии именно такой, как наставничество, как наставничество и как подмастерье. Вот это вот наша школа. Тогда кем ты больше всего гордишься из пространства? Получается, Сега, Ксюша и... Нет, там много ребят же. Мгм. Вон Рома сидит. Вот тоже пришел никакущий, а стал какущий. Вот, полностью прошел. Вот. Как ты думаешь, кто из учеников тебя превзошел в фотосъемке? Ну, Сергей Шарин. Я думаю, он. Ну, как бы активная форма. Сейчас чуть-чуть активнее станет, и все. Я думаю. Или я пассивнее стану, и все. Он уже как бы закрывает все мои предыдущие клиентов и так далее. А студийная фотография, что ты изменил в Якутске? Ну, практически все. Вся студийная съемка, она, ну, я считаю, что вот благодаря пространству оно создалось. Вот, за счет того, что первая студию в аренду, Мгм. это было пространство с несколькими залами и так далее. Мгм. Мы обучали, там у нас была школа, мы всех обучали, до сих пор обучаем основам в студийной съемке. Ну и студийная съемка, она вот, она очень легко адаптируется к творчеству. То есть визажисты, стилисты, вот как раз они и появились в это время, Мгм. тогда, когда фотографам дали возможность творить, точнее, бесплатные часы творческих съемок. Вот, и они начали вот что-то делать. Вот, тем самым вот свои стили, свои вот эти желания они начали воплощать в студийных съемках. А конкретно ты сам снимать стал по-другому, вот студийную съемку? Ну, я всегда хотел подтянуть уровень фотографии, технической части мировому. Мгм. И поэтому здесь в пространстве техника, которая мирового уровня. Мгм. То есть, если ты поедешь там какой-нибудь в Германию, в Лос-Анджелес, в Японию, в топовой студии, там будет то же самое. И поэтому для тебя это не будет новшество. Ты будешь работать так же, как работаешь здесь, просто в других локациях. Почему фотосессия должностного лица дороже, чем обычная фотосессия портретная? Так, ну почему? Потому что это же портрет, это лицо человека, это как не афиша, человек, когда голосует, он смотрит на фотографию, не смотрит, а потом уже смотрит все остальное. Как ты относишься к себе, своему виду, так ты относишься ко всему. Если у тебя ужасные фотографии, и ты выглядишь ужасно, то и как бы, что сказать про тебя. Вот, да. Плюс я же в портретах вытаскиваю именно внутреннюю улыбку, внутренний настрой. Могу сделать так, чтобы у человека был грозный, либо добрый, или никакой. Вот. Депутаты, они никакие. Они не должны быть добрыми, они не должны быть злыми, они не должны быть доверчивыми, они не должны быть строгими, слишком мягкими и тому подобное. Вот. И поэтому очень много кадров делается для того, чтобы вытащить вот это никакую. Он кто? Ну, вроде бы милый, да, вот как бы человечный, вот, но не грубый и не там мягкий, вот, достойный. Вот, я делаю достойные портреты, и поэтому часовая съемка стоит 15 тысяч. А кто попадает под это определение? Все Должностное депутаты. лицо. Все депутаты. В основном депутаты, потому что для них это портреты делается, смотря на их фотографии, люди выбирают их. Поэтому практически все фотографии, многие фотографии депутатов сделаны моими руками. Вот. Постоянно вот, глава фотографируется, вот, районы фотографируются, и многие ребята, даже есть такая молва, что если ты упал, фоткаешься, то у тебя шансы стать депутатом выше. А представь такую ситуацию, если вот должностное лицо, Мгм. да, не скажет тебе то, что это должностное лицо, и придет вот фотографироваться. На портрет? Да. Ну, я снимаю все равно вот в этом стиле. Ну, это такой
Стиль классический и депутатский. Мгм. Ну, это, я считаю, что это нормальный портрет. Точнее, портрет должен быть таким. Ну, каждый раз она маленько меняется как бы, по свету. Чуть-чуть где-то я хочу контрастнее, Мгм. где-то мягче хочу, там и так далее. Это моя стихия, такие съемки. И тогда он заплатит тебе 10 тысяч. Ну, имеется в виду в этом плане? Да. Не, ну, депутатская там депутатская. Получается, это портреты одного типа. Мгм. Любой человек может прийти и сказать, мне портрет. Мгм. Я ему скажу 15. Ну, Мгм. потому что это другая работа. Мгм. Это не тям-бям, улыбнулся и с ними, а тут уже нужно смотреть. И, например, я все депутатские, ну, как бы, портреты, официальные портреты должностных лиц снимаю только на зеркальную камеру. Мгм. Потому что в зеркале ты видишь человека, а в цифре вот ты не видишь его. Сначала у тебя были свои студии, а потом ты открыл пространство. Расскажи подробно, как ты пришел к этому. Ну, по факту, изначально вот именно структура она была. Потому что и первая студия в Нарезинского, если ты там не был, но это было тоже как коворкинг. Мгм. Там сидел Ростислав, там сидел Володя Мункуев, там сидели помощники, вот как бы как открытый коворкинг со Мгм. студией. Вот. Потом вторая студия, она тоже такая же была. Там потом на Поярке 2 квартиры соседние. Вот в Мгм. одном офис, в другом студия. Она всегда была вот такой. Мгм. И следующий этап развития, это вот было там бустануть. Вот, и я бустанул. Сделал просто больше. То, что было. И больше людей, больше студий, больше качества и так далее. Потратил на это, ну, там, миллиона, по-моему, 4. И сначала ты по-любому уже вот в минус работал, да? Да, весь проект пространства изначально она минусовая. А через сколько ты в плюс вышел? Еще пока нет. Не вышел, да? И что тебя держит вот до сих пор вот содержать пространство? Не, ну как бы я говорю о том, что пространство само по себе, как студия и как вот это, она вот неокупаема. Мгм. Поэтому многие студии смотрят, они закрываются. Видишь, Мгм. пространство работает. О, отлично, давай откроем. В итоге закрываются. Почему? Потому что это невыгодно. Вот для меня пространство это только ресурс. То есть это вот одна студия ресурса, аренда студии и так далее. Это как некий просто ресурс чего-то большого. Чего-то большое это уже мои проекты, продакшн-проекты и так далее. Получается, пространство для тебя это больше творческий проект, а не бизнес-проект, да? Да, это больше, ну, она больше всегда была творческим проектом Мгм. для творческого комьюнити, для ребят, для новых там и так далее. Но если как бы и бизнес-направление тоже есть, конечно же, ну, как это, большие затраты же, очень большие затраты. Вот. И с помощью других там направлений, там те же самые ролики, презентационные фильмы, СММ, маркетинг и так далее, это все вот совокупно окупает это все. В Якутске есть еще одна большая студия, Мгм. и там владелец тоже фотограф из такой же фамилии, как у тебя. И, Есть такое. Что вас связывает? Да, ну, это мой ученик же. Да. Да, он прошел все мои курсы фотографии и так далее, Мгм. по свету и тому подобное. Вот. И во время мастер-класса он сказал, я открою самую крутую студию, стану лучше, чем ты. Мгм. Вот. И он так вот так конкретно. Но это было не так там, а это было прямо типа маленько вот я стану лучше, чем ты. Да. Да, вот, у меня вот лучшая студия. Я такой, ладно, попробуй. И бах там. Он еще мне советовал, а как студию, какие приборы, я такие приборы и так далее. Я говорю, приборы ужасные, надо вот про фото, надо вот такую линейку, вот это надо, вот это надо. И он просто взял и все переменял и купил про фото и тому подобное. Вот. Ну, поэтому, ну ладно, что делать-то. И как тебе их студия сейчас? Ну, и хорошая, но как бы сейчас это же пати-студия больше. Мгм. Как бы, ну, там, где деньги это пати. Мгм. Вот. Для меня, например, в студии, чтобы что-то пили, нет. Это все-таки студия – это творческая рабочая площадка. Вот поэтому очень много всего детальное, очень много там, всего тут за счет того, что это творчество в большей степени. А потом уже все остальное. Про ценообразование.
Как фотографу или видеографу определять свой ценник? Ну, я считаю, только если у тебя будет большое количество заказов и не один раз, а будет идти довольно-таки долго, ты можешь спокойно поднять его, чтобы у тебя просто меньше работы было. А так, конечно, высокий рост, он должен быть обязательно сопровождать уровнем твоего. Ты должен просто лучше что-то делать, дополнительно какие-то продукты добавить. Вот, потому что как бы та целевка, в которой ты работаешь, это же там, те люди, которые платят, скажем, одну сумму. Если ты повышаешь сумму, то ты уже вне этой целевки. А значит, ты заново подбираешь, точнее, забираешь с собой тех ребят, которые как бы с тобой работали, потому что ты был дешевым, но у них достаток был хороший. И когда ты поднялся, ну, они так и так нормально оплачивают и знают, что... И ты становишься фотографом, который стандартный для них. Вот, и поэтому вся линейка поднимается. Вот. Но если ты хочешь еще подняться выше, то ты должен уже и по-другому общаться, по-другому говорить, по-другому вести себя, по-другому снимать и так далее. Там команда у тебя должна быть. А если команда, то там потоки клиентов должны быть, чтобы все обеспечивать. Но у нас рынок маленький, поэтому мы держимся в основном на стандарте. Сравни фотографию 20 лет назад и сейчас. И скажи, для тебя сейчас это творчество до сих пор, да? А раньше это было творчество или бизнес? Фотография? Да, Фотография всегда была творчеством. творчество. Да, фотография творчеством, но и который приносит деньги. Потому что мне кайфово держать фотоаппарат, мне кайфово общаться. Я общаюсь с людьми, которые улыбаются. Я общаюсь с людьми, которые счастливые. Если ты с такими людьми общаешься, ты сам становишься таким. У меня окружают красивые люди, счастливые люди, которые приходят именно на съемку там, свадьбы и так далее. Свадьба – это же праздник. Все люди счастливые. Семейная съемка. Все собрались, все счастливые. Одели самое красивое. Вот. Мероприятия, которые я хожу, снимаю, все там приходят наряженные, все счастливые, все отдыхают. Вот. Ты окружен, там, конкурсы красоты приходят снимать, афиши снимают, актеры и так далее. Они приходят нарядные, приходят счастливые. Ты окружаешь себя всеми людьми. Как ты можешь как-то плохо работать или ненавидеть ту работу, где все люди тебя уважают, и они все счастливы. Ты учился в школе кино. И сколько ты там учился? 2 года. 2 года Московская школа кино, вечернее обучение. Днем я по продакшенам катался, смотрел и так далее, а вечером обучался в Московской школе кино. Все свое свободное время в основном я вот в павильонах работал. А ты после этого начал снимать видео или до этого тоже снимал? Видео начал снимать 2000, по-моему, 2011 года. С 11-го, Да, где-то так. И как ты пришел к этому? Фотоаппарат появился 5D Mark II, который снимает видео. Ну, Все, и с тех пор я начал снимать видео. А до этого были, конечно, камеры, но это было не так профессионально. Все вот конкретное направление видеосъемки вот с 5D Mark II. а легко ли тебе вот тогда далось переход на видео? Ну, как можно сказать это переходом? Ну, камера появилась, я кнопку REC нажал, начал снимать видео. Ну, по факту. Ну, а так, видео я же тоже занимался, но не так профессионально. Это были камкодеры, у которых своя специфика была. Там загонять, перегонять. А тут, получается, все доступно, в руки дали. Все, я уже начал снимать, там, залепил там советскую оптику и начал рекламу снимать уже. Рекламу тогда снимал, да? Да, сразу же начал рекламу снимать. Ну, потому что я уже там был известным человеком. У нас была компания Павлов там. Вот. А сериал с какого года ты начал снимать? Вот ты недавно мне писал. Сериалы. Ну, как бы первый сериал это был этот Олах Тугандере. Первая, вторая часть. Ну, первый сезон, второй сезон. Это ты снимал. Да, это я и Коля Петров. Это в каком году, получается? Ой, не После помню. школы кино? Или Это было до школы кино. И как ты уже там все знал, да? Не, ну как Правильно, бы как совсем снимать. другое. Там кино это одно, а вот побаловаться, видео поснимать там видеографом это другое. Вот сейчас хотя бы видеографы чуть-чуть приближаются к операторам, но по тем временам там совсем другая тема была. Ну, помимо этого, сколько я там снял
2 полнометражных кино, там кучу документальных и не документальных, а короткометражных фильмов. Ходил по ММКФ, Московский международный кинофестиваль по красной дорожке. Ну вот потихо какие-то конкурсы выигрывал операторской съемки. А что из вот этих видеопроектов тебе далось сложнее больше всего? Сложнее было первый фильм Сюзанны Ожак «Покидая благоухающую гавань». Мгм. Полнометражный фильм, который мы снимали в Китае. Вот. Мы где-то около месяца были в Китае. Наземным путем мы доехали до Гонконга и обратно. Через как там, Улан-Удэ было? Нет, не Улан-Удэ. Ну, где-то оттуда. Короче, наземным путем. Полностью на автобусах, на поездах, там, со всеми вытекающими вещами мы доехали до Гуанчжоу. И там поснимали, потом съездили в Гонконг и обратно. Это было сложно, потому что я еще в Гуанчжоу купил стадикам. Мгм. Вот, и я с этим чемоданом таскался. Тяжкая работа была. Тем более сценария не было, всего не было, все было так. Сценария не было, что ли? Не было. Приблизительно вот так вот. А сколько стоит твоя смена? Сколько ты тогда заработал? Тогда я заработал как раз на стадикам. 80 тысяч, по-моему. Мгм. А сейчас сколько стоит твоя смена? Смена, ну, я же особо сильное кино давно не снимал. Мгм. Ну, в среднем я оцениваю порядка около там 30 тысяч рублей. Одна смена. Но. И на эти деньги ты содержишь пространство. Вот. Студийные съемки, депутатов съемки. Ну, сейчас хорошо, что более-менее нормально все. Мгм. Вот. А так, тогда да. В основном какое-то время прям жестко было, аж не очень приятно, когда работаешь, и все уходит в пространство. Сейчас нормально. Сейчас пространство чутка покрывает себя. Ну, чуть-чуть лучше, чем в те времена, но все равно как бы пока минус. А вообще из всех своих работ за всю карьеру, фото, видео, какие ты назовешь самыми ключевыми для себя и самыми важными, можно сказать? О, я бы так не сказал бы. Ну, как бы кинокарьера, вот Волото, вот после там, дипломная работа. Это классный фильм, прям мощно, с техникой, со светом, там, с тележками, вот прям. Я люблю технику, вот, поэтому там упор был на это. Это вот классный сезон именно по видео части. Классные времена, когда я снимал клип у Рояла «Злой Момбет». Вот мы ездили по северам там и так далее. Вот Хотон, Свеж, там вот эти вещи. Тоже прикольная тема. Вот, по фотографии. Ну, фотография она всегда была, поэтому прям вот Америка поставила точку на свадебной съемке. После этого я искал свадебную съемку. Все, я больше не буду снимать. Вот, потому что маленько сам разочаровался в себе. По студийной съемке верх был, ну вот когда начал Ильдархана снимать, вот, уже все как бы. Там уже пространство появилось, да, когда вот все уже ученики начали снимать там. Вот. Это направление было. Что еще? Что запомнилось? Так, ну и какое-то время вот как бы эпопея съемок, вот эта классная тема была, когда... Ты снимал мне съемки. Вот там вообще каждую неделю. Сколько стоила съемка? Это в основном мне оплачивали тогда, когда фотографии я не показывал. Ну, я удаляю с компа эти фотографии, тогда вы платите мне. А так это бесплатно. Но вот, практически много. Какой-то промежуток времени было, когда очень много съемок было. Я даже сам типа, ладно, я забыл, что у меня съемка там, ладно, и ушел, короче. Потому что другая съемка была. Даже до такой степени были вещи. Вот это хороший промежуток времени был. Какие премии фото и видео ты выиграл? Самые основные такие для тебя. Самая основная, которая прям угошна, это был фотоконкурс «Планета Якутия», где как бы в номинации «Профессионал» было порядка 9
номинаций, и из них 7 я выиграл, потому что это было анонимно. Вот я участвовал в каждом номинации, получается, Мгм. и, получается, анонимно все голосовали, Мгм. и вот 7 мест я выиграл. Ничего себе. Это было жестко, и после этого я перестал участвовать в конкурсах. Почему перестал? Я не знаю, потому что все сказали, если Павлов, то все. Точнее, мы не участвуем. И поэтому я стал в жюри работать. Точнее, больше как в жюри приглашали. Сейчас ты участвуешь в тендерах, и, ну, в крупных заказах таких. Самые крупные заказы, которые ты выполнил. 1 600 000, по-моему. Мгм. Что это было? Фотосъемка. Ну, чего не будешь говорить? Не, ну как бы любой человек, который как-то разбирается в закупках, может просто зайти посмотреть. Мгм. Вот. Были заказы мэрии, конечно. Вот. На 2 миллиона. Ну, как бы это годовая работа же. Мгм. А вот так же чисто проект, то да вот 1 600 000. А из индивидуальных самая такая дорогая в последнее время? Ну, 280 000. Что снимал? Ну, рекламный ролик. А как видео, да? Ну, как видео. А Ну, в фото? основном, как видео, больше денег в видео приносит, нежели чем фото. А фото? Фото. Ну, 120 000. Вот, свадьба. Нет, свадебная, это просто студийная съемка. Студийная съемка 120. Да, Ничего себе. это коллектива. А творческие съемки какие в кайф в последнее время для себя были? Такие бесплатные. Ну, творческие съемки у меня же в основном это было не съемки, это были мои творческие съемки. В кайф, да? Да, мне было приятно Мгм. работать со светом, потому что в одежде все хороши, Мгм. а все нюансы, сложности и красота, она была в ню. Поэтому прям я приглашал из Москвы ню-фотографов в Якутск. Ничего Да, себе. они сюда приходили, делали мастер-классы. Мгм. Я посещал их. Вот, и тем самым прокачивался в свой уровень вот этого света и так далее. Ты с 2012 года снимал «Дети Азии». Почему в этом году не пригласили снимать? Так, ну, как бы, почему не пригласили? Потому что я же тащил не себя, я Мгм. тащил команду фотографов, которые с января месяца, и, как бы, я их как бы туда, из всех фотографов в Якутске, более-менее желающих, и которые конкретно хорошо будут работать, я их в январе позвал. Мгм. Вот, до января я вместе с играми Дети Азии полностью по сметной документации, по ценам и так далее все разложил, КПшки всем отправил. В январе собрал народ, зумы, колы, общались, они снимали, там, Голованов и так далее просматривал. Ну, такие нюансы были о том, что из всех 12 фотографов, которые я заявил, но их, по идее, было больше, порядка около 20, вот, не все ходили и снимали то, что говорили дирекции игр. Вот. Ну И да. поэтому они сказали, что ну, раз уж никто не ходит, раз уж вы не хотите, Мгм. вот, то давайте, как бы, мы только тебя возьмем, Мгм. а не команду. Ничего себе. Я сказал о том, что ну, посовещался с ребятами и сказал о том, что ну, как бы это не очень приятно, когда ты вроде бы идешь в команде, Мгм. и потом говорят о том, что команда тебе не нужна, мы тебя берем только. Я такой, ну, я в команде. Вот изначально заявились в команде, значит, я в команде. Если не в команде, значит, не в команде. А ты ребят ругал за то, что они вот не снимали? Ну, конечно, даже. Ну да, я писал, там, что за фигня, типа, что такое там и так далее. Но излишняя тоже своя вина в плане того, что не сильно мотивировал, сам был в таком состоянии, что могут не взять, вот, мало ли, потому что там свое руководство, да, у них свои задачи. Если те люди, которые берут, обычно там все переспрашивают, это было там вообще втихаря как будто бы, да. Вот. И поэтому тоже не хотел слишком ребятам давать вот этого, что вы точно будете снимать и так далее. Вот все вот так вот потихать там, может быть, может да. Вот это все, может, сыграло роль вот этого непрофпригодности. Но, по идее, там, что сказали? Сказали о том, что вот ты классный, ты хороший, мы тебя берем, а всех остальных нет. Мгм.
А на следующие Дети Азии будете заряжены? А не знаю, сейчас мы маленько расстались, не очень приятно. А, Вот. Ну, потому что я после этого сторис все нафигачил и поныкал. Вот, и это ребятам не понравилось. Вот, и поэтому не знаю. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Желаю удачи Ну, вам. это всего лишь в 4 года один раз, по факту. И поэтому что, переживем-то, дальше работаем. За твоими плечами огромный опыт, и вот наверняка были моменты, когда, ну, как депрессия, можно сказать, такой стресс, и как ты переживал вот эти моменты? Что тебя мотивировало снимать дальше? Что пространство, например, вот когда в минус ты уходил сильный. Ну, надежда о том, что все будет нормально, в первую очередь. Во-вторых, у меня всегда в голове такая штука есть, то вот те люди известные, которые там получили свою известность, они просто в свое время не сказали «нет, не хотим». Вот, они просто держались своего и держатся. Вот я сразу вспоминаю вот такие слова о том, что вот победителями становятся те люди, которые, несмотря ни на что, они просто тащат свое. Вот я такой, тащить, ладно. Это мое, ладно, тащу. Типа. Ну, в этом случае каждый раз эксперименты, каждый раз что-то новое, каждый раз что-то привноша, там, всегда работая с продуктом, маркетингом и тому подобное, вот работаем потихоньку. А ты хотел Экспериментируем. когда-нибудь заняться чем-то другим? Уйти со сферы этой? Ну, я понимаю о том, что вот любая сфера, которая есть, мне по плечу. Ну, с моим багажом знаний, маркетинга, я же у меня дипломированный маркетолог, я курсы заканчивал. Плюс знаю продукты, предприниматель, знаю маркетинг, продвижение, ролики, рекламы и тому подобное, процессы, технически оснащен, как бы. Я думаю, с легкостью любую другую сферу, которая есть, я бы осилил. Но, как я и сказал, мне нравятся люди, работать с людьми, с счастливыми людьми. Мгм. Вот. А все остальное там, это же не совсем счастливая тема. Не совсем улыбки, не совсем красота. Вот я просто от этого не хочу уходить, поэтому попытаюсь все-таки тащить эту сферу. А как творческий человек, как ты справляешься с перегоранием? Они периодически бывают, Мгм. зачастую слишком много, потому что слишком много направлений. Вот, но я просто переключаюсь. С одного на другое, да? Да, Мгм. здесь перегорело, а там пошло. Мгм. Да, вот. Здесь голова не болит, но руки делают. Либо, наоборот, физически устал, начал мозгами пользоваться и что-то делать. Где-то так, только так. Ну и отдых. Мгм. Вот. У меня есть такая тема о том, что я же субботу-воскресенье вообще как бы не притрагиваюсь к технике. Мгм. Только дом. Будни после 5 часов 6 тоже не работаю. Мгм. Точнее, когда конкретная работа есть, то да. А так я просто выключаюсь и особо сильно не работаю. Вот сейчас в последнее время сильно перегрел, потому что вот как раз я не соблюдал эти мои правила. То, что после 5 не работать, суббота-воскресенье отдыхать. Вот что ты тогда посоветуешь мне? Вот я часто перегораю, да? Как мне справляться с этим? Например, в выходные я работаю, вот, получается, свадьбы снимаю, да? А в будни монтирую. И еще какие-то заказы Ну, делегируй. делегирую. Вот я, Мгм. например, устал обрабатывать, я взял на работу обработчика. Мгм. Вот все свадьбы на Кристина все обрабатывала, всю М. эту коллекцию и так далее, все она делала. Вот я устал таскать вещи, у меня появился помощник, который таскает вещи и так далее. Я все максимально делегирую Мгм. для того, чтобы самый смак общения с людьми остались у меня. Ты должен доверять тогда, получается, тому человеку, который... Ну, конечно, это ученики, это пространство, это полностью основано на подмастерьях. Мгм. Вот если как ты себя ведешь, так и ведут и остальные. Если я помогаю, если я все, как я бы сказал, как в определенном виде, как отец-лидер, Мгм. вот, делаю, то как бы подмастерья, ребята, которые учатся, они смотрят и делают то же самое. Вообще, якутская фотография, на каком она уровне сейчас, в данное время? Так, ну, именно искусственное направление очень хорошее. Ну, Мгм. искусственное – это искусственный свет, студийная тема. Мгм.
и так далее. Вот они на хорошем уровне по сравнению с, ну, как бы ближе к московским, я так сказал. Ну и свадебная съемка, она тоже на уровне, вот, достойном. У нас не хватает стрит-репортажа, не хватает вот этого всего. Вот это направление, и направление именно творческой съемки, точнее, не творческой съемки, я бы сказал, это такая репортажная журналистика, именно вот такой стрит-репортажный жанр, его очень мало, и жанры в направлении фотоискусства, его нету. Нету, потому что, ну, за это не платят. Вот. А так было бы классно, и были бы хорошие стрит-фотографы. У нас только Лекон есть, да, в основном. Ну, и Челдобрек. Вот. А так, чтобы как бы в сторону искусства мало кто тащит. Ну и напоследок твои пожелания заказчикам твоим и фотографам. Это же рынок конкурентоспособный, точнее, рынок конкуренции. Поэтому заказчик вправе выбирать каждого себя. Вот. Но я всегда говорю о том, что если вы выбираете, скажем, меня, то выбирайте не меня лично, выбирайте направление, выбирайте креативную экономику, потому что я, в свою очередь, все свое пытаюсь тащить в развитие этой креативной экономики. То есть, если у меня будут миллионы, это не у меня лично будет миллионы, я поеду на Бали отдыхать, то это означает, что я эти миллионы вложу в технику, вложу в людях, вложу именно в направление развития. Вот. И всегда этим занимался. Поэтому, скажем, все пространство, вся техника, которая есть, все люди, которые есть, используют и так далее, они же как бы используют и тем самым развиваются. Вот. И это все делается за счет чего? За счет того, что я все вкладываю, все свое, всю свою работу, вот депутатов снимаю, там подобное, вкладываю в микрофоны, подкасты и так далее. Вот. В техника, люди, качество, вот это все мое кредо. И вот получается заказчики, которые меня выбирают, они выбирают не меня лично, выбирают направление развития якутского креативного сообщества. А пожелания фотографам? Пожеланием фотографам, ну, развиваться с нами, без нас, самим, вот. Но я скажу о том, что когда под боком есть пространство, то намного мощнее стреляешь. За счет того, что у тебя нет нужды в ресурсах, потому что они уже есть. Ну все, спасибо, Алексей, за Я то, думал, что будет более жестко, а как-то по лайту все. по лайту. Мы раскрывали же тебя как человека. Да. Ну я должен был там, блядь, нахуй я. И там всех перетаскать, всех там подноготные расписать, там этот плохой, этот хороший, а вот этот вообще пипец, вообще ужасный. Не буду с ним работать, там я бы сказал. Но, ну ладно, так, мягко. Спасибо за подкаст. Думаю, получилось интересно. Спасибо за предоставленную студию. В следующий раз ты ко мне. Ну все, удачи.